вашем селе создается неприятная для всех нас ситуация. Когда земли своевременно не могут обработаться, потому что некоторые препятствуют обработке этих земель. Такое поступило заявление. Я один из тех людей, которые якобы препятствуют работе вот тех людей, которых вот земли. К этим людям я лично приходил и их спрашивал, почему у меня нету, а у вас есть. Был закон, я уверен, вы лучше меня знаете, о расформировании в 91 году. Ельциновский закон о расформировании колхозов и совхозов, там черным по белому написано. При выходе из колхоза каждый колхозник должен получить свой пай. И расписываться. Пай такой-то и такой-то, да? Я когда спрашивал, почему же это в Осетии не произошло, сказали, вот, боялись там-то, вот это, вот, а вы, наверное, в курсе, да. Ну хорошо, а не легче было тогда сохранить колхозы? Мы очень трепетно и очень внимательно относимся к вашим проблемам. И, возможно, допускаем, что, возможно, ранее было принято несправедливое, возможно, решение. Но вы должны, мы готовы вас проконсультировать, мы готовы вам оказать юридическую помощь. Нужно подготовить заявление в суд, и только в судебном порядке это нужно решить. Оспаривание спора по земельным участкам только может вынести судебная инстанция. Другого, к сожалению, никто не может принять решение. Ни я, ни глава, никто не имеет права в данном случае спор разрешить. Суд рассмотрел документы и, сославшись на ряд документов, считает, что это было законно, а вы считаете незаконно, не считаете, что были подписи подделаны. Вот в этом случае нужно обратиться в полицию. И полиция должна тщательно рассмотреть, принять одно законное решение. То есть провести исследование, где нужно экспертизы, почерковеческие, опросить граждан, то есть провести тут комплекс мероприятий, которые должны четко объяснить, опровергнуть или пока не доказать вину того или иного гражданина.